Здравствуйте, вы смотрите «Народный контроль». Меня зовут Сергей Гергель. За последние 7 дней в Казахстан международными авиарейсами прибыли почти 1500 человек. Из них со справками ПЦР почти 12 тысяч, без справок свыше 2500 человек. Их отправили на карантин. При этом основной пассажиропоток приходится на столичный международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева. Вот как работает столичная воздушная гавань в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом поговорим с исполнительным директором аэропорта и руководителем Ассоциации гражданской авиации Даулетом Хамзиным. Даулет Газизович, добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый вечер, Сергей. Сколько сейчас самолетов ежедневно отправляется, прилетает в воздушную гавань Астаны, Нур-Султана? В среднем сейчас наш аэропорт принимает порядка 60-70 воздушных судов Ежедневно? На прилет, да, то есть и столько же на вылет. А какие страны? География большая? В основном рейсы выполняются по Казахстану, то есть это практически 90% рейсов. И незначительное количество рейсов выполняется из зарубежных стран. Это в основном Евросоюз, Россия, Турция, ну, то есть Египет и Эмираты. Я так понимаю, из-за коронавируса, в принципе, сейчас масштабы расти не будут, география тоже. То есть есть определенные запреты. А вот то, что касаемо ПЦР-тестов, наличия справок у пассажиров, когда начинают проверять? Ну, в соответствии с постановлениями главного санврача, то есть все прилетающие пассажиры проверяются на наличие ПЦР-тестов. Граждане Казахстана, которые имеют ПЦР-тесты, они свободно проходят. Это все по прилете делается, прилетают, да? Именно на прилете после прибытия воздушного судна. То есть на борту воздушного судна сотрудниками авиакомпаний проводится анкетирование прилетающих пассажиров, собираются данные по всем прилетевшим пассажирам. Эти анкеты передаются санитарным врачам по прибытию воздушного судна в аэропорт. Когда пассажиры выходят из воздушного судна, их встречают санитарные врачи, которые проверяют наличие ПЦР-справок. Но давайте сначала о том, почему им важно иметь такие справки, мы посмотрим в нашем сюжете, а потом продолжим. Спасибо. У пассажира, прилетевшего в Нур-Султан, выявили коронавирус. При этом сам мужчина и не подозревал, что заражен опасной инфекцией. Прибыл он из Москвы без справки о прохождении ПЦР-теста. Его сразу же с борта доставили в карантинный стационар, где ему провели необходимые лабораторные исследования. Результаты были готовы в течение 4 часов. Прилетевший оказался бессимптомным и изолирован на домашний карантин. Состояние пациента удовлетворительное, без жалоб. Мужчина будет наблюдаться медицинскими специалистами поликлиник по месту жительства. Напомню, с 5 октября сократили авиасообщение с другими странами. Во всех аэропортах страны усилили санитарные нормы. Вот, по сути, мужчина, прилетевший разносчик инфекции. В этом случае нет ли угрозы для всех остальных, прилетевших с ним? Ну, как утверждает Международная ассоциация гражданской авиации, то есть на борту воздушного судна происходит достаточно усиленная фильтрация воздухообмена, ну, то есть значительно больше, чем в обычных зданиях и помещениях. Соответственно, риск заражения именно на борту воздушного судна он минимален. Это по утверждению специалистов. Что касается контакта уже вне воздушного судна, то здесь, конечно, большая часть... Ну, я так понимаю, что это казахстанец был, иначе бы его депортировали. Да, да. То есть, если граждане Казахстана имеют при себе справку о прохождении ПЦР-теста до 72 часов до прибытия, соответственно, они спокойно выходят в соответствии со стандартными процедурами. Если у граждан Казахстана нет такой справки, то они направляются в стационар, где в течение максимум 2 суток они проходят тестирование, получают результаты и уже дальше определяется... Иностранцев без ПЦР-тестирования сразу же отправляют. Да, именно так. Если все-таки, ну, если вдруг получится так, что иностранец без ПЦР-тестирования, либо с просроченным ПЦР-тестом прилетел к нам в Нур-Султан, и у него обнаружили температуру. Вот какой протокол будет действовать здесь? Да, то есть его просто сразу депортируют или какую-то окажут помощь? Необходимо отметить, что вот все прилетающие пассажиры, выходящие из воздушного судна, проходят процедуру термометрии. У нас установлены стационарные тепловизоры, которые определяют температуру тела всех пассажиров.
Вот. И если будет отмечена высокая температура у любого прилетевшего пассажира, то он сразу же изолируется в санитарно-карантинный пункт. Дальше уже санитарные врачи сами определят, то есть насколько состояние пассажира позволяет ему продолжить полет и быть депортированным, либо ему требуется экстренная помощь. И я думаю, что здесь уже прерогатива решения врачей. Но вот вернемся все-таки к справкам ПЦР-тестирования. Кто и как осуществляет проверку вот этих справок? И когда вообще начинается эта проверка? Проверку справок о наличии ПЦР-тестов проводят сотрудники санитарно-карантинной службы аэропорта. Да, то есть в среднем в смену выходит от 6 до 8 человек, которые... Без справок? Именно выходят санитарных на дежурство, врачей, всё понял. которые выходят на дежурство и проверяют наличие этих справок. То есть они подготовлены, естественно. А в какой момент проверяется справка? После всех уже прохождения постов? Нет, при выходе из воздушного судна сразу до паспортного контроля проходит первая сверка наличия справок. После уже выхода из чистой зоны, после того, как пассажир прошел паспортный и таможенный контроль, получил багаж, дальше уже идет сегментация пассажиров. Может ли так быть, что у разделение- человека не попросит, и в каком случае не попросит справку? Сейчас не просто так Нет, спрашиваю вас. такой ситуации практически не должно быть. Не должно быть, но возможно. Ну, Я просто сейчас говорю о том, что буквально на прошлой неделе у нас моя коллега вернулась из-за рубежа, из Турции. То есть она там отдала существенные деньги за справку ПЦР, но очень была обижена, что у нее даже не потребовал никто ее. То есть Ну, требование... это был второй день после введения. Да, требование наличия справок началось с 6 октября. Вот на То 6 есть как раз 6 прилетело. октября. И, соответственно, с 6 октября наличие справок у всех практически пассажиров санитарные врачи в аэропорту должны и обязаны требовать. Ну, вы не можете прокомментировать, как это Я не получилось? могу прокомментировать, каким образом она смогла пройти мимо наших санврачей. Хотя мы уже начали рапортовать о том, что там в Алматы, в Нур-Султане были люди без ПЦР-тестов, которых сразу же определяли в Да, карантинные стационары. И с первых же дней санитарные врачи подготовили специальные автобусы, в которых сразу же пассажиры, прилетевшие без ПЦР-справок, граждане Казахстана, отправлялись в стационар. То есть Ну вот, выступая на совещании по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции, Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно вернуть жесткий режим эпидконтроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, прибывающих из красных зон. А вот в чем заключается усиление санитарно-эпидемиологических норм? Ну, воздушной гавани. в первую очередь это дезинфекция всех помещений и самих воздушных судов. То есть ранее этого не было? Это было, и это происходит сейчас. В чем тогда усиление? Но усиление в том, что мы практически все зоны, которые сейчас есть в аэропорту, обеспечиваем усиленную дезинфекцию, то есть дважды в сутки те зоны, в которых попадают пассажиры, обслуживаются, проводят дезинфекцию. Во-вторых, усилен контроль и проводится ПЦР-тестирование всего персонала, который контактирует с пассажирами и обслуживает пассажиров, персонала аэропорта. Как часто они проходят? В смену 2 раза. Практически у нас ПЦР-тестирование? нет, имеется в виду, они проводят ПЦР-тестирование еженедельно. Еженедельно. Вот я про него как раз Да, спрашивал. еженедельно. И каждую смену проверяется наличие ПЦР-тестов. Были ли случаи заражения персонала? За вот эти последние 2 месяца нет, таких случаев не наблюдалось. А вот Кроме того, усилен, во-первых, наличие справок ПЦР-тестирования, совместно с санврачами проводится этот контроль, и разделены потоки для тех, у кого есть справки, и для кого нет. То есть, в остальном, в принципе, работа осталась в прежнем режиме. А как так получается, что все-таки к нам граждане прилетают без ПЦР-теста? То есть я не говорю сейчас про наших, то есть казахстанцев именно, потому что как бы они, наверное, не заинтересованы платить там деньги, когда можно пройти здесь за бесплатно. То есть потерять там, может быть, день-два, если кто-то не торопится, Понятно. может быть, да, но сохранить какие-то там деньги. Вот эти требования, которые были введены постановлением главного санврача, в принципе, все авиакомпании были оповещены о данных требованиях. И про проведение регистрации в аэропорту вылета, то есть иностранные граждане, не граждане Казахстана, должны предъявлять справки еще во время предъявления до посадки на борт. К
К сожалению, не всеми авиаперевозчиками этот контроль должным образом У обеспечивается. нас уже были случаи, да? Я так Да, понимаю? были случаи, и они, в принципе, достаточно такие реальные, так скажем. Вот, позавчера к нам прилетел, вернее, на прошлой неделе к нам прилетел пассажир из Франкфурта, у которого просрочена справка ПЦР на 5 часов. То есть Всего на лишь на момент 5 часов. вылета, да, то есть у него справка была действительно, она была менее 72 часов, но на момент вот из-за прилета, разности времени? из-за времени перелета, соответственно, уже справка просрочена. К сожалению, зачастую такая ситуация может возникнуть с пассажирами, которые делают долгие перелеты до Казахстана, например, из Канады, из Соединенных Штатов Америки с большим количеством пересадок. То есть здесь уступок никаких Здесь нет, сразу уступок же отправляется. нету, жестко соблюдается режим За 72 чей часов. счет идет депортация? Депортация, так как это ответственность авиаперевозчика соблюдать все требования санитарные вот, страны принимающей, то, соответственно, вся ответственность ложится на авиаперевозчика, который, чьим рейсом пассажир прибыл в Нур-Султан или в Казахстан. Но вот, в этом случае вот, не планируется ли постановка, установка, строительство ПЦР-лаборатории при аэропорту? Сейчас То есть, мы... вот, может быть, как-то это коммерциализировать составляющую? Именно Насколько таким она востребована? образом мы сейчас работаем над тем, чтобы установить несколько лабораторий в аэропорту. 2 компании изъявили желание установить лаборатории как в общих зонах, так и в стерильных зонах аэропорта. Надеемся, что в ближайшее время такие лаборатории Ну, по крайней мере, заработают. Для иностранцев хотя бы, что прилетел, мог бы здесь сдать за деньги там. К сожалению, вот только сегодня разговаривал с главным санврачом на транспорте, господином Байбагуловым. Он четко дал понять, что в случае прибытия иностранного гражданина без справки ПЦР, он депортируется в любом случае. То есть Можно как-то предоставить выбор. сидеть и ждать, пока будет готов ПЦР-анализ, никто не позволит в связи с тем, что время разворотное время у воздушного судна, где-то иностранное воздушное судно прибывает сюда, где-то и время стоянки от часа до 3 часов. За этот короткий промежуток времени получить результаты ПЦР-теста практически невозможно. Тогда экстренно депортировать его мы теряем возможность. Да, этим же рейсом. Придется ждать следующего рейса, либо как-то решать вопросы его депортации вот так другими вот. рейсами. Ну, то Чтобы есть, в этого принципе, не тогда допустить, строительство ПЦР-лаборатории в стерильной неоправданно. зоне оно на данный момент пока теряет смысл. А не вне стерильной какая Вне стерильной функция? зоны это мы можем на коммерческой основе нашей медицинской лаборатории будут предоставлять такие тесты. То есть лица, которые планируют улететь, например, да, то есть они могут пройти эти ПЦР-тесты на платной основе. Но опять же, за сколько там, за 3-4 часа приезжаешь в аэропорт, ПЦР-тест делается около 6 часов, насколько я знаю. Да, от 6, вот сейчас мы ведем переговоры по установке лаборатории компании Biolab. Они вроде бы нашли решение, как проводить ПЦР-тесты в течение 3 часов максимум. То есть это вполне устраивает для пассажиров, которые забыли сделать справки, ПЦР-справки приготовить заранее и перед международным вылетом имеют возможность пройти ПЦР-тестирование в аэропорту. Ну, вот возвращаясь все-таки к тому, про дезинфекцию, которую вы сказали, про усиление тех мер, про которые говорил Касым-Жомарт Кемелевич, как самолеты обрабатывают? Насколько часто? Ну, И какие обрабатываются? практически проходит текущую дезобработку практически все воздушные суда, которые прибыли из-за рубежа. Те воздушные суда, которые работают внутри Казахстана, они проходят дезинфекцию, когда время стоянки позволяет это сделать. То есть это в основном Насколько воздушные дорогая суда, эта процедура? базирующиеся в аэропорту. В основном дезинфекцию проводят сторонние организации, ну, то есть и либо У вас субподрядная технические организация? субподрядные организации. Да, то есть в среднем эта стоимость составляет от 45 тысяч тенге за одну обработку. Это воздушного сразу же судна. включается в стоимость или это по желанию компании? Нет, это дополнительные расходы авиакомпании. Но это закладывается в стоимость, это обязательная процедура. Это обязательная процедура. Отказаться авиакомпания не может от нее. Так как это определено постановлением главного санитарного врача, естественно, авиакомпании обязаны выполнять эти требования.
Вот, в принципе, согласитесь, и, наверное, и вы, ну, в принципе, во всем мире согласились уже с тем, что тяжелое время не только для авиакомпаний, тяжелое время для всего бизнеса, но авиаперевозчики и турбизнес очень сильно пострадали от коронавируса. Вот как у вас с этим обстоят дела? То есть вы почувствовали на себе, ну, определенно почувствовали, видимо, даже, может быть, неопределенно, как у вас финансовые дела обстоят? Ну, необходимо отметить, что авиационная отрасль одна из наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса. Это произошло не только у нас в стране, это с авиационной отраслью по всему миру. Многие авиационные международные организации отмечают падение доходов авиапредприятий на 66%. Это в среднем по мировой отрасли авиации. Вы в средний вкладываете среднем, показатель или нет? Вот, например, аэропорт Нур-Султан в этом году потерял доходы вот с начала пандемии свыше 70%. Свыше 70%. Да, это падение доходов. Несмотря на то, что пассажиропоток за этот период у нас снизился на 58%, количество рейсов на 48%, да, то есть если брать период с марта месяца, когда были введены карантинные мероприятия, то доходы у нас упали практически на 70%. Несмотря на то, что ряд рейсов по внутренним направлениям были возобновлены, по внутренним направлениям у нас возобновлено практически 85% перевозок. Да, то есть и в сентябре пассажиропоток практически сравнялся с прошлым годом. Но так как внутренние перевозки, они менее доходные, больше дотационные рейсы, да, то есть они приносят, соответственно, меньшую прибыль аэропорту. Большую прибыль аэропорту приносят международные рейсы, которые практически остановлены на 90%. Ну и, в принципе, навряд ли они в ближайшее время восстановятся, как мы уже знаем. Да, да. Вот. Но, тем возможно, не менее, опять... аэропорт, мы как аэропорт предпринимаем различные меры по тому, чтобы как-то сохранить доходность. В частности, привлекаем грузовые и транзитные рейсы. Да, то есть в этом году мы, например, обслужили в 25 раз больше транзитных и грузовых рейсов, нежели чем аэропорт Нур-Султан обслужил за весь прошлый год. Да, то есть мы пытаемся заработать, искать другие источники доходов, но этого явно недостаточно, чтобы покрыть те потери, которые международные грузовые компании, чтобы они именно летали через Нур-Султан. Ну, здесь необходимо отметить, что за маркетинговая аэропорты политика? Аэропорты мира конкурируют между собой. То есть вот наши конкуренты — это аэропорт Баку, то есть вы предлагаете Бишкек, Алматы, Новосибирск. Мы предлагаем лучшие условия. То есть и авиакомпании уже смотрят готовность инфраструктуры, приемлемые цены, да, то есть квалифицированность персонала, готовность обслуживать и готовность персонала обслуживать их на английском языке полностью, да, то есть так как в основном грузовые перевозчики оперируют пилотами иностранцев. Но вот за счет чего смогли все-таки нарастить? И удержите ли вы их потом? Или они вам уже не так важны будут? Ну, на самом деле Нур-Султан, как рынок для грузоперевозок, он достаточно интересный. То есть, естественно, к сожалению, он нарастили именно только в период пандемии. В последние годы. Но дело в том, что именно в период пандемии количество именно чисто грузовых рейсов возросло. В связи с тем, что упало количество рейсов вам нужно было зарабатывать. пассажирских, то есть и груз в большей степени в последние 5 лет в основном перевозился в багажниках пассажирских рейсов. Поэтому тенденция шла к сокращению чисто грузовых рейсов. После начала карантина, пандемии COVID-19, количество пассажирских рейсов резко сократилось, но при этом спрос на грузоперевозки он остался, поэтому увеличилось количество грузовых рейсов, чисто грузовых рейсов. Закрывать вы не собираетесь? Естественно, мы их не будем закрывать. Мало того, в стратегии развития аэропорта мы планируем развивать именно грузовые перевозки, да, то есть путем развития мультимодальных перевозок, чтобы груз, который прибывает к нам воздушным транспортом, дальше мог распределяться другими видами транспорта по региону. То есть как хаб ставить? Как хаб, да. То есть для этого мы будем наращивать нашу инфраструктуру именно в части грузовых перевозок. Но вот все-таки, возвращаясь к коронавирусу, этому непростому периоду, государство как-нибудь помогало вам? Да, на первом этапе были проведены некоторые виды поддержки со стороны правительства. В частности, было освобождение на второй, на третий квартал от некоторых видов налогов, предоставлены отсрочки по займам. Да, то есть, но, к сожалению, это были только краткосрочные меры, а кризис продолжается.
То есть и во всем мире многие международные организации в области гражданской авиации отмечают, что авиапредприятиям необходима государственная поддержка. Без государственной поддержки многие авиапредприятия не переживут этот кризис. Поэтому во всем мире государство оказывает значительный объем государственной поддержки именно для авиапредприятий. Например, в соседней России уже проводится второй или даже третий этап государственной поддержки авиапредприятиям. В частности, были разработаны и внедрены правила субсидирования убытков аэропортов и авиакомпаний. Вот в первом этапе до июня месяца было выделено 10 миллиардов рублей на покрытие убытков аэропортов. В нашем случае, к сожалению, этого предусмотрено не было. Та же самая ситуация в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Свыше 25 миллиардов долларов американские власти выделили на поддержку аэропортов в период пандемии. Но вот все-таки говоря о господдержке и о том, какая она хорошая или плохая, там достаточно, недостаточная, вот вы дали свои вот эти недополученные средства как-то включите в билеты, в стоимость билетов, оно отразится или нет? Ну, если не будет других источников доходов, ну, например, аэропорт Нур-Султан, несмотря на то, что это квазигосударственное предприятие, 100% пакетов акций находится в собственности государства, тем не менее предприятие работает на коммерческой основе, полностью самофинансируется, и мы понимаем, что никаких денег извне не будет, если предприятие само их не заработает. Соответственно, если не будет каких-то прямых субсидий, да, то есть если не будет внешнего финансирования, то аэропорт будет вынужден поднять тариф. Вы уже сейчас рассматриваете, я так понимаю, такой сценарий? Ну, да, естественно, мы готовимся к самым худшим вариантам, поэтому мы, естественно, готовим работу по определенному повышению тарифов аэропортов. И это, в принципе, подтверждают все аэропорты Казахстана. То есть, если не будет выделено каких-то мер поддержки, то аэропорты будут вынуждены поднять тарифы, что, естественно, скажется на стоимости авиабилета. Сейчас наши авиакомпании должны аэропорту или нет? Есть текущая оборотная задолженность, да, которая, в принципе, была и до пандемии. Да, то есть, сказать, что она пандемия? Существенно увеличилась, это не так. Да, то есть, это, в принципе, можно сказать, что она даже, наоборот, сократилась из-за сокращения количества рейсов, сокращения оборотов авиакомпаний в аэропортах. То есть они, в принципе, потихонечку гасят свои долги? Да, да. Есть только текущая задолженность, которая оперативно гасится. Сейчас, вот, если говорить, опять же, о поддержке государства, и если будет все-таки оказана поддержка государством, субсидии, это не отразится, я так понимаю, на билетах. Но это могут быть не обязательно субсидии, это могут быть какие-то отсрочки по налоговым выплатам, да, то есть предоставление каких-то льготных займов на пополнение оборотных средств. Да, то есть, и должен быть какой-то временной период, когда авиапредприятия смогут восстановить объемы, да, то есть и восстановить ту рентабельность, с которой они работали до пандемии. Сейчас предприятие рентабельное или нет? Нет. Но падение 70% доходов, естественно, говорит о том, что предприятие ушло в минус. Все ли работают или пришлось отказаться? Менеджмент аэропорта принял беспрецедентные меры по удержанию персонала. Несмотря на то, что мы в период карантина практически 75% персонала отправили либо на удаленную работу, либо на простой, но можно сказать, что 93% работников аэропорта сохранили свои рабочие места. Сокращение в основном коснулось административного персонала, но не производственных. На качестве полетов никак не отразится? Абсолютно нет. Какие прогнозы вообще, вот, когда казахстанская отрасль сможет восстановиться? Ну, по оценкам, опять-таки, международных экспертов, авиационная отрасль может восстановить объемы до уровня, которые были до пандемии, только лишь к началу 2024 года. То есть вот этот кризис и восстановление продлится еще как минимум 2,5-3 года. 2,5-3 года Да. после завершения пандемии. То есть я так понимаю, что если ситуация будет улучшаться, так скажем. То есть нам, в принципе, 2,5-3 года хватит полностью, чтобы вернуть... восстановить те объемы, которые были у нас до начала пандемии.
Ну что ж, будем надеяться на то, что все-таки у вас все получится, Тоже. нормализуется ситуация, кризис преодолеем и все будет хорошо. Ну что ж, на этом у меня все. Всего доброго.